Добрый день, уважаемые друзья, большое спасибо, что вы пришли сегодня в Законный государственный музей имени Платона Алексеевича Аюнского. Этот 23-й год, 2023 год, ноябрь месяц, ознаменован одним из самых важных событий для нашей республики. Юбилеем 130-летия выдающегося сына якутской земли, отца-основателя нашей республики, удивительного человека Платона Алексеевича Аюнского. Для нас большая честь сегодня выступать перед вами. Мы вам покажем Аланко на русском языке, Нюргун-Болту стремительный. Этот творческий проект является большой неотъемлемой частью нашего основного проекта, который называется Аланко на русском языке. В него входят следующие произведения Платона Аюнского: Лукуданса, Уюн и Нюргун-Болту стремительный. Данный творческий проект реализован благодаря Министерству культуры Российской Федерации, грантовому конкурсу президента Российской Федерации в области общекультурных и общенациональных инициатив. В этом году, в августе месяце, наш творческий проект «Нюргун-Болту стремительный» стал грантодержателем данного конкурса. Это большое достижение для нас, как для Союза творческих единомышленников. И я очень надеюсь, что это станет тоже достижением нашим общим для нашей республики. Мы очень волнуемся, поэтому, пожалуйста, если где-то как-то я сорвусь выше, пожалуйста, простите. Я, если что, вернусь к началу строчки и продолжу дальше. У меня большая просьба. Пожалуйста, во время показа сохраняйте тишину, переведите сотовые телефоны в режим беззвучный. И если вы захотите пофотографировать, поснимать, это не возбраняется, пожалуйста, только без вспышки. Режиссером-постановщиком является заслуженный деятель искусств Республики Саха-Якутия Георгий Юльянович Нестеров. Педагог новатор по Юку Валентина Николаевна Романова, наша гордость и сыра. Образ Аиун Сурдадан будет воплощать Айгуль Кулькова, идейный вдохновитель. Именно через этого человека пришла идея делать Аланко на русском языке. Читать сегодня буду для вас я, Анна Черканцева. Мы готовы начать. И я хочу поделиться еще одной радостной новостью. В рамках реализации проекта мы только вчера приехали из Сатинского улуса, побывали на родине Платона Алексеевича Аюнского, побывали в его балагане, побывали в том месте, где он принимал крещение. Вот, и покормили огонь. И сейчас давайте представим, что мы находимся в Татинском улусе, в селе Чуркёк. Мы находимся возле балагана, на улице еще горький мороз, метель, ярко светят звезды, трещит огонь в камельке. У меня просьба, можно включить свет немножко здесь прибрать.
kalbanarın tarafta, Uğrunu tıcakta, Uğrlardan zonda, Tatlı dokudum, Kalbalaman veskedi, Oyun jorda, oyun skayarda, Sorkananların sözü kattı sözü. Duskanna duman kallan, dura turur, duskan subure sürüp, dura karatta, dure ürkün batırken. Saz, yet tuhar, tapakan olmazsa, gençeri takka, kereketlen bulur. Vakit soğuk kaptan, ama yürüt, anam. Далеко за дальним хребтом я вышел незапамятных лет, где все дальше уходит грань грозных гибельных бранных лет, за туманной дальней чертой несказанных бедственных лет, когда 35 племен, населяющих срединный мир, 35 умусов людских не появились еще на земле. Задолго до той поры, как родился Атерар Арсан Дуалай, злодействами возмутивший миры, что отроду был в преисподней своей, во влезлую доху облачен великан с клыками, как астрологий. Задолго до той поры, как от доме своих народила ему старуха, а та халаву Ураль с деревянной колодкою на ногах, появившаяся на свет. Те года, когда 36 порожденных ими родов, 36 имен и племен, еще были неведомы сыновьям солнечного Уруса, а и с поводьями звонкими звонкой, поддерживаемым силой небес, провидящим будущий день. Те года, когда Умуту я Орлу сортуем, и Уарана ран Путун Богуя, еще не жили на хребте яростью объятых небес. Когда еще не породили они 39 свирепых племен, когда еще не закляли их словами, разящими словно копье, люди из рода Алия и Мага с поводьями звонкими за спиной. В те времена была создана изначальная мать, земля. Ой, стану я вспоминать, как старый Яланкасу, ногу на ногу положив, начинал запев Маланфона, ночлеги у камелька, продолжая рассказ за далекие времена. Разделяясь на человеческий род, Аджарая Бабу, как возник народ Туран, Айсака, как 3 мира были заселены. Ой, стану я власть ему, сказителю седому тому, как прославленный Элистюмепи по прозванию Чеви, стройно сплетать словесный узор, стану из них слагать старому Аяну подстать. То скороговоркой иду на распев, так начну я сказание свое о том, как родился Прежде рождения его в древние времена главари 3 великих родов сговорились в брань прекратить и такой друг другу дали обет. Народ смотрит при небесах, при исподних крепостях, где не родился дерзкий наглец, что силой своей гордясь будоражит бегущий ветер, и объят волнами небес осмелится пошатнуть основу вселенной, а он и ось трудящихся 3 миров, обиталищих 3 родов, и нарушит святой договор, да исследует того наглеца железной ездой обуздать,
волшебным арканом связать, проклятие двойному передать и за дерзкое озорство отсудить. У великого Айгаса ночью дыхание нежных зной, восседающего на вершине самой трехъярусной белых небес. И у прекрасной супруги его Алину Алладжин-Хотун родился сын богатырь. Непомерно тяжелое время свое не под силу ей было настиг, задолго до 9-лунной поры. Из чрева прекрасных Хотун, расторгнув утробу ее одержимо неистовством будто сын, выкатилась каменное дитя, гордо открылись шагача, пронзительно крича: «Герамо! Герамо! Эй, вы, черные глупые, лукавые псы, на выворот мыслящие лжецы, объедалы готовые мир сожрать судьи и господа! Эй, кого вы вздумали испугать, кого опоздать, проклятию предать? Вот пришел я вам на беду, по вашему грозному я суду, в рот, как по мелкой воде, пройду. Растопчу я вихрем смету плеве верхних обалы, раздавлю жилища и очаги нижних обалы, по ветру развею золой солнечный рот Айли. Очень уж разбогатели вы, вознеслись, обновили вы у пешего босса, у конного плечи вздумали отбирать. Потушнели вы, растолстели вы, растопырились чересчур. Видно, с жиром взбесились вы, о, пригодам я вам! Я заставлю вверх ненадменный мир голосить, вопить! Я заставлю подземный мир скрежетать, выть! Я реветь заставлю срединный мир! Так, ногами стуча, Анина я кричала, дитя. Тревожились, перевелись, проводили трех родов, столичные главари, заговорили они. Горе нам, братья, досада, беда, злые ионы запинают слова. Из чрева матери выйти едва угрожает мошенник миру всему. Видно, словный орган враг у него, видно, мысленно изворот у него. Пусть определяет Олумпис, пусть повелевает Чингисхан, пусть решает Джалватарем. А самим судить не под силу нам, судьба не подвластна нам. Дня встречам трех великих родов, Олумпис, Чингисхан, Джалватарем, изъявили волю свою, повелели божественно нежным 6 годам, ворожением высоких светлых белых небес. Чародейным арканом младенца связал, при такой будет сбросить любовь туда, где древние две железные колыбели стоят, чтобы открылась, которую он удает, чтобы в судилище 3 колыбелей тех определилась его судьба. 6 божественно нежных шаманов, 6 небесных белых сестер, полосатые сбились и летят в волшебный мир рвущийся аркан, захлестнули, связав по рукам и ногам яростное каменное дитя, и вздохнули заклятие произнеся. Бедное каменное дитя, рожденное на небесах, задыхаясь, плача, крича, покатилось в темный пролом, по крутому склону его, по каменистым уступам его, цепляясь ручонками, кое-как, ковыляя на четвереньках, ползком, удержаться, пытаясь на крутизне, обрывалась, падала вниз головой, все дальше и дальше, вниз. Цепенеющее от страха дитя, кубарем пролетел по горловине подземных грузин, попала в схватывающий пищевод, заглатывающий ежерло перевала, пала удалась тьма, кровью подножия его черная запеклась. Там на огненном лоне обалы на скородершинной скале, что бешено кружится всегда, под крыльями вертолюте своем, крылья железных растут, словно бескрайних торчат, на их могучих прибытках ребят, торчащих из-под земли, на подруге, как крестых лап, и железные колыбели судьбы, как железные рыбы подземных морей, бьются, подпрыгивая и дребезжат. Вот дорогие дитя, и упала в одну из 3 колыбелей неверно роковую, и поднялся долгий вечер, злорадно захохотал, отвратительное в обличье своем, подземное ворожение, старуха лихая, выпрыгнув в присточку подошла, покачивать колыбель начала, мотая косматой головой, дурманя ворожной, песенку завела. И воевай, сынок, засыпай,
Бай-бай, богатырёв, стай, отращивай быстрее железные ключи рождества, сколько солнце вставай, кровожадная зелено-грозная ночь, да будут неловкими после твоими разрыванием тело твое, не прорывающееся вовек, да будет кровь твоя, там бессмертную мощи притя, без жалости играя, шутя, губи, круши, дали души, всех живых и добрых из них, остерегай, убивай, кости их закуши, ты даже избивши, очаги подуши. Ох, не ждал, недавно мне мой плод ко мне, смотрел ко мне, мой, дитя, и герой, рядаю, и я только слыхали мировед, его главаристки, опыты заговорили моторные богатыри. Наконец, взгляд родился он с беспредельной бессилой исполин, и к добру рождению его немедленно должны мы решить, как его нравку превратить. Его придумали мудрецы и надумали наконец. На железной высокой крутой содрогающейся неделе горе, на восьмигранном столбе блистали дом золотой, белеет обширный двор, охранительницы небес. Аюсу Удаган, Нурмун Ботуна старшей сестры. Вот на этот год, Альона дом. Молодец, перенесли. Чародейным охраной его открыли ума. Небес, погруженные в непогоду, покоилась в темной клетке, не зная детских игр и забав. Сил набираясь во сне, вырастая, чудес нам нет. Рот разомкнул, сколыхнул тишину, раскрою уста, рассказ начну. Стану песни вам старым ладом слагать, помню о славном богатыре, посланном срединный мира от нечисти охранять, доверчивых, добросердечных людей племет Аи-Аймага. Если из верхнего мира в ответ через трубы гудящие очагов, если из нижнего мира в ответ долетит из-под ваших ног одобрительный возглас, но не пугайтесь, внимайте мне. Это было за гранью древних лет, за хребтом стародавних лет, родившиеся от первых людей, 3 племени Улан, Ай-Саха, 4 рода Ай-Аймага, из сильных вырастили сыновей, отважных богатырей, не жалеющих головы своей. И вставали отважные удальцы, выходили давать отпор налетавшим сверху врагам, нападавшим снизу врагам. От полчищ верхних богатырей терпели поражение они, от полчищ нижних богатырей терпели они урон, а в срединном мире своем укрытия не было им. И вот рожденные в скорбе, возвращенные в горестях и нужде, закаленные в жестокой борьбе, первые удальцы, старейшины главари племен, Аи-Аймага нашлись наконец, собрались на совет, стали вместе гадать, размышлять, как им быть, как им дальше жить. Громкие восклицания и грохот неумолкающий их превратился в шестиязыкий огонь, воплотился в серый синий огонь. Всеми вбисов неистовых в том огне яростно огонь взвелись, понесли и бросили этот огонь на восьмиветвистое дерево ангелов масс, и охватило пламя могущество, потрескивая побежала вверх, коснулась нижних ветвей, дымом застлала лиственный свод, забыл Ильбис и затянул воинственную песню свою. Предназначена охранять желтую благодать земли в долине Коловеды, вышли из шумной листвы, а на лапчи мамам вспыхнула благородная кровь в сердце, а на лапчи во весь исполинский ложь выкинулась она. Блеснули слезы на ее глазах, смахнула она золотыми ладонями рук.
горе мое, мой ярый гнев, отец мой, Ирюнка, он, отец живого всего, отец сотворенных, доверчивых, добросердечных людей, солнечного рода Али с поводьями звонкими за спиной, натянутыми твоею рукой. Сужи подуло из верхнего мира, вихрь налетел из нижнего мира. В срединном мире, на щедрой земле, где по небу солнце идет высоко, где простор зеленеет травой, где леса шелестят листвой, где вы, владыки Аи, на вершине минувших век, на хребте стародавних лет, поселили бедных людей, опустили их с высоты, повелели дали им, чтобы избранные тобой Сахасером, Тойон из Табыаба, Потум, породили девятерых сыновей, породили десятерых дочерей, дали жизни 20 родам, дали жизни 35 племенам, заселили потомством своим срединный мир, завещанный им. Но из преисподних бездн Аджара и на землю поднялись. С верхних небес неистово начали налетать воинственные племена. И теперь погляди, Отец, что творится здесь, на земле. Дети племен Уранха и Саха, ходящие на двух ногах, глядящие прямо перед собой, наполовину истреблены. Их дома незавидные, разорены, перевелся их тучный скот, окрепные их жизни. Рухнула, негде укрыться им, не на что надеяться им. Не млите моим словам, пошлите на землю поскорее крепкую защиту свою, долговечную силу свою. Кланяясь низко вам, поклоняюсь трем вашим темным теням. Молила владык Аи, говорила ангела, и высокий небесный свод всколыхнулся в зените своем. Изначально я мать земля, как в деревянной чаше, вода дрогнула, заколебалась вдруг. Громкое слово на ловчей полетело ввысь, потрясло, сколебало воздух над всею землей. Старец Илюха, твоем высокую шапку из 3 соболей поднял, уша открыл, услышал, проведал строй. И неторопливо потом голосом тихим, спокойным своим молвил такие слова. Нашей крови рожден, владеющий вороным конем, стоя рожденным на грани небес, стремительный Нюрун Бодур, как предначертала ему судьба, будет он на срединной земле поселен. Пусть станет заступником он солнечного рода Али, поселенного на земле. Пусть на долгие времена останется он на земле, и пусть продлит жизнь племенам подвластных нам. Уранха и Саха, так изъявили мы волю свою, эта воля наша давным-давно на каменном 8-гранном столбе запечатлена, там записана кровью она. А ее упору давала, куда-то благодарила дошла, колдовские путы на теле его, 39 лапы, наверное, разорвала, и в сторону отскочила сама. Юноша, богатырь Галуя, в землю глянулся головой, перевернулся и сел, крикнул: «Ага, друзья! Наконец-то расстался я с веревкою огневой, колодкою колдовской. Наконец-то я обучусь на извечную землю, мать копьем туда полечу, буду рогатины поражать. Вот будет потеха, вот будет беда!» И Сашка, я не знаю, сестра, Яша, я за спиною его, бывшая зорко за ним сказала: Герой, ой, закинула далеко сверкающий камень сада.
а голубую грустную душу с дорогой себе. Она полнее засверкали кровом, вечно блистающая красотой, славная во всех трех мирах. А Иум давал, но не мелькнула, аркан запетлила, снова повалила, вмиг единый скрутила разыгравшегося молодца, и на черную тучу бросив его, заставив тучу обнять, не дав ему глаз раскрыть. Крепко его держа, вместе с ним сама устремилась вниз, в срединный обитаемый мир, в гнездо раздора и зла. Посреди долины Владыкы, где до ныне не жил никто, видит во всей своей красоте, построенный неустанным трудом, огромный богатый дом, сверкающий золотом и серебром. Здесь не было нежных и хрупких вещей, здесь не было ярких красивых вещей. Здесь так обставляли дом, чтобы все было прочно днем. Священный огонь в очаге разложи, посвети повогрев жилье, устроив гнездо для детей, для младших братьев своих и сестры. А Иум Сурдаган и Людин велел попрощаться с ними были должны. Избранный среди нас могучий брат Исполин, владеющий вороным конем, стоя рожденным на грани небес, стремительный Нюргун Болатур. Наше слово, наш завет запомни прежде всего. Защити людей Урам Айсаха, пусть отважны будут они. Никогда их не обижай, никогда им горе не причиняй. Если ты людям зло принесешь, далеко отзовется оно, позором пойдет на потомков твоих. Укором для правнуков будет твоих, бедой обернется им. Брата младшего и сестру, блюди, сбереги, воспитай, предназначено им судьбой эту землю обжить, заселить. Пусть глазами огненными оборвы не посмеют на них взглянуть. Ты сумеешь родных отстоять, так проживи со славой век тройной, и пусть сопутствует вечно тебе удача и торжество. Заклинаем вас от всякого зла, младшие брат и сестра, пусть ваш дом обилием одарит щедрая Иерси, пусть вам навстречу летит светлая Айры. Счастье вам, дети, слава, уруй Айкау! Старшая Нюргуна сестра перевернулась, прикувыркнулась, и вернулась. Белокрылого журавля крылья раскрыла, ввысь поднялась и улетела белой стрелой. Старший брат их могучий любил, так глубоко в себя вдохнул, что притянул к себе исполин. Тучу темную о семи головах, и на той огромной туче густой поднялся с земли, улетел. Летающий над землей на мотыльково-белом коне юноша Юнгуалан и красавица Айдалин Туон. С весельем на лицах, но с печалью в сердцах проводили старших своих. А владеющий вороным конем, стоя рожденным на грани небес, стремительный Нюргун Болатур, слушая слова похвалы, радости не явил, прощаясь с печали, не показал. Молча в руки взял он копье, молча поднялся на круче высокой плоской горы, где площадь была для богатырских игр. В неволе выращенный исполин, воле радуясь, как дитя, весь своей широченной пятерней, тяжеленной ладонью своей, так увесисто зашлепал он по земле, что отбыло вдалу холодами, и бурно намчались мысли его, не помещались, видать, в голове, и совершилось чудо.
Друзья, откололись свободные ноги, его легче ветра стали вихрем быстрей. От крыльев свободные руки его силой ухватистой налились. От мурмуров богатырских собак ураганных его поднялся. Такой жестокий ветер подул, что по воздуху камни несло двухликий ветерку величиной. Лучи взлетел над долиной песок. Так вот, силою богатырь, а разумением еще дитя, 30 дней и ночей подряд с криком диком играл Нюрбун-Борун. Богатырская этой игре ожесточился Норов, дебошкая выпрямилась, большие глаза разумом могучим зажглись, силой грозною налились. А потом на том самом месте, где он играл, повалился спать, молился видать этих богатырских столей. Кто видал, как спит Нюрбун-Борун, наверняка подумал бы, то, что так безмятежно способен спать, только рожденный стать величием богатырем. А как минуло 30 дней и ночей, проснулся Нюрбун-Борун, сильно проголодался он, быстро на ноги поднялся он, ближний лес спустился бегом, он летел, как быстрый огонь, был гол, не обут, не одет, только пятки босые богатыря мелькали в пустой траве. Глубоко в чащобу лесную зайдя, начал громко он закликать, начал благословлять двойная, когда и до темных лесов, когда и до четвероногих зверей, помощи просил у него. Учеленный дух, со щедрой рукой, справедливой пустой, со счастливой судьбой, несметно богатый дед Баяной. Обернись ко мне, улыбнись. Охотничьи мне удачи пошли, дай мне столько дичи набить, сколько наплечи подниму, сколько до дому донесу, лишнего нет, прошу. Осмотрелся вокруг него, но он не видит. Огромный лось, выйдя из чащи, встал перед ним, глазами землистыми поглядел, переносится горбатый повел, фыркая и сердясь, грустные наклоняя рукава, ибо на полке волосы его повернулись, понял Нюрбун-Борун. Зверь его вызывает на бой. Загремел богатырь, как зверь, прямо на лося прянул, он ударил зверя по голове со всей силой своей каменным кулаком. Червяк у лося, как блин дождевик, рассыпался под ударом его. От замаха могучего своего подскользнул Нюрбун-Борун, без опоры оставшись упал прямо на каменную скалу. Сильно перепугался он, быстро на ноги поднялся он, огляделся по сторонам. Видит. Лось невиданной величины недвижимо лежит на земле. Не было у него головы, голову снес богатырь кулаком. Быстро с добычей своей вернулся Нюрбун-Борун, жену своему давшему к дому серебряному своему длинному очагу. Темную бежовую дверь настежь Нюрбун распахнул. Смотрел на свою сестру, оглядел ее с головы до ног, одета красиво она была, в драгоценными собой века. Посмотрел на брата младшего он, тот сидел, сверкая белой броней из 3 пластов серебря. Посмотрел на себя Нюрбун-Борун, и стало стыдно ему. Ох, и трудно же будет мне радишом по далеким странам ходить. Шкуру сводит, довольно снял, еще можно шкуру добычи своей на колени расстелил. Шкуру, снятую с задних ног, на ноги себе натянул, шкуру, снятую с передних ног, на руки напялил себе. И порадовался он, решил, что одежда его хороша. Трое сели за шестиногий стол, но как будто бы близко было гостей. Перебрасываясь словами, они стали весело пировать, и мы, смеясь, шутить. Старший брат Нюрбун-Борун, широкое горло свое опрокинул пенный клык. Много съел, много выпил он, встал из-за стола своего, вышел на обширный двор. Только внимательно глазами круглыми, что вокруг углядел, что же увидел он. Обещанный от рождения ему, вещи вороной его, стоя рожденный на грани небес он, привязанный деревянный чембур к медному городу, где столбу, на вершине которого сидел орел, Нюрбун-Борун встал. И так привязали коня, что голову кверху он забирал, сердце копытом и ржал, копытами каменными четырьмя, и терпение о землю бил.
Обрадовался богатырь, видя того коня. Долго им любовался он, а потом подошел, от столба отвязал, за поводья шелковый и ухватил. Крепко сел на широком седле. Ивановец, застоявшийся конь, как поющий на лету стрела Пушкина, с тетивы с места рванулся, вдаль подскакал. Этот конь, воспеваемый Волонком, прославляемый далеко, поистине был могуч. Крепкие дерева, лучше лет дойдя, когда его, как увидев в седле, сдвинул брови, пришли в глаза. И зорко внимательно все вокруг оглядел, и сам на себя посмотрел, и в удивлении увидел он, что от шкуры гостя, убитого им, от самодельной одежды его не осталось на нем ни клочка. Все сорвано ветром с пащи рекой, отталкивал голым, как был. Вот и вспомнил Нюрбун Ботур обычай древних времен. Прежде исполин богатырь вступит на грань 3 миров, 3 своих родичей мудрецов, родил изготовить ему несокрушимый 3-слойный щит, 4-слойную кольчугу броню, чтобы от вражеских попадов крепкая защита была. Над хребтами могучих гор, над грядами бегущих туч, стремительный Нюрбун Ботур без дороги скакал наугад, говоря, наверное, сюда. Веришь, что коня своего, словно всадник скоро скакал, рассыпая искры скаковые. Пролетел свой путь падучей звездой, быстро он предела достиг. Где стремительно мчится ниже и огран небосвода, нависшего над землей, где 3 мира сошлись, где 7 век обнялись, где 8 век шумливо сплелись, где 9 лет друг друга за руки взяв, в русле в одном понеслись. Там увидел Нюрбун Ботур огромный гремящий дом. В доме том неумолчно гремел молот великого кабача. В этом доме, оказывается, была кузница, где обитала железом молотовым, грохоча, заклинания бормоча на неведомом языке. Мудрец, седой кузнец, чародей, и дай вам силы. Если слово узлом писать, если все доподлинно рассказать, вышло много высоких черных людей, выше низких, чернее их теней. Люди тени пришли, из тьмы принесли оружие и доспех боевой. Богатырь не мог себе усидеть, прянул с коня, схватил рукой одной доспех, но он не будем для меня. Только на ноги его натянул, да только ноги в коленях согнул. Разлетелся доспех на куски, посыпался по земле. Стал второй доспех примерять, руки вдел мальчишный рукава, голову просунул в шейный прорез, да наплечи натянул, да плечами повел. Весь доспех железный треснул во швам, воспитался к богатырским ногам. Третий доспех лежал, как гора, он с надеждой его схватил, проворно надел на себя просторный брусый доспех. И будто латый кузнец для него ковал, будто швом стальным для него сшивал, ладно стал из войны доспех облег. Меч он выбрал, длинный кривой, самый грозный из всех мечей. Жажда мести к нему приросла, смерть сама в булате жила. Выбрал Нюрбун Ботур копье с разукрашенным древком светлым, кровью черной питалось копье. Для охоты у тех боевых выбрал Нюрбун Ботур, исполинский лук костяной, неповерно тупой настиг. Милостью для поводуха войны был этот лук наделен. Были стрелы к луку припасены огромные, бьющие наповал острые, словно рыбья кость. Колотушка палица там была в 99 пудов, и выбрал Нюрбун Ботур эту палицу, этот лук. Любуясь, помнил Нюрбун Ботур боевой закаленный меч, воющий при взмахе как вихрь, сияющий синим огнем, самый грозный из всех мечей. Наконец-то день наступил, наконец-то исполнился срок, когда величайший из богатырей 3 изначальных миров, этот воин возвращенный, чтоб защищать обитаемый срединный мир, этот богатырь удалой, этот выкормыш озорной, небесной Алиум Султан, боевые доспехи надел, боевое оружие взял. Великого кузнеца Федорова заградил до оружия и броню и воротился домой. Только трудно было благодарить брата сестрой, сидеть в теплом езде, пить уже есть перестал, часто раз
нам. Если братом тебя называют, ты мой старший брат, если отцом величать ты мне второй отец, отчего встревожен ты? А быть может, предчувствуешь ты беду неведомую для нас, открой нам думы свои. Великий Нюргон Буатур не сдвинулся с места в ответ, лишь наклонился чуть-чуть головой к брату младшему Стригине и такое слово сказал. Сон приснился мне третьего дня. Следующая раздор, зверелая улыбистая и с нею смерть несущая утола служили над головой моей. И ликовали буйно они, подавали грозную весть, чтобы славу громкую растоптать и высокое истребить Нюргуна богатыря, поднимается из подземных бездн, рожденных погибельные времена, исполин и сехар был богатырь Демир Джигистей. После этого с западной стороны, из-под желтого склона закатных небес, прилетела на звучных крыльях своих белоснежная птица стерх и паря над моей головой пробела. Посланные судьбой с высоким именем венцы постоят за народ Алия и Бога. О помощи вас молю, опорой станьте мне, защитите светлую душу мою, продлите черную нить мучительной жизни моей. Ой, хотите знать, кто это поет, человеческим голосом говорит, я отвечу вам. Я слезинка выплаканная бедой, я стол рожденный тоской, я прощенная птицу душа лучезарной яром это, чей отец Ахаса и Рентолен, чья мать Забеаба Аль-Худун. Похищенная давно, брошенная в подземную тьму, я раз в 3 года вольна превращаться в белого журавля, и паря над срединной землей, напоминать о себе, о помощи взывать, но некому меня защитить, из плена освободить. О, если бы мне хоть раз на прекрасного юношу поглядеть, Нюрку Алана богатыря, нареченного быть супругом моим, обещанного мне божественным Джокбеем, самим и матерью Алифы. О, если бы мне хоть раз увидать его, жениха моего, летающего над землей на мотыльково белом коне, счастливой бы я себя сочла, спокойно бы умерла. Как провела мне птица стерх и пропала, проснулся я. Недостойно тебя, дорогой мой брат, спокойно дома сидеть в теплом гнезде обжитом. Оберни себя, как стрела пусту, попробуй открыть дорогу свою, попробуй пробить свой широкий путь. Услыхав от Нюргона такие слова, Юрюнку Алан богатырь будет ли дома сидеть? Ускакал, расстался с домом родным, растаяла пыль на свету.
Необозримо вершина нижнего лественного мира, ближний прогрохотал содрогнулась, блеснул, как молния, огненный бич, ослепительно-синий блеск, и в головах железного ложа властелина Орукутаки огненный появился змей, шею длинную изогнул, огляделся по сторонам, и, вытягиваясь, извиваясь, выдохнул пламя искры дым. А потом пронзительным посвистом засвистал, покивал головой и пропал. Опять прокатился грохот и гул, и из-под каменного арона появился огненно-красный медведь, крапом подол, понюхал углы и глухо рыча исчез. Третий раз прокатился оглушительный треск, будто рухнула с высоты огромная каменная скала, и посередине железного дома Орукутаки вспыхнул, закрутился огонь, сыпя искрами в черную пустоту к высокому черному своду жилья. А красавица Туяна от волнистой девятисаженной косой прикинуться сумела она, что вся от испуга прекращит. Громко закричала она, горько зарыдала она. Ах ты, Орукутаки! Ах ты, мой жених удалой, проклятый дух моему Господу! Ай, как страшно мне, ай, жутко мне! Хоть и зовешься ты мужем моим, а ты пришел ли хоть раз с приветом лаской ко мне? Страхом убиваешь меня, оборотнем являешься мне. Ты не любишь меня, страхом убиваешь меня. Чем в таком унижении жить, чем одинокой тужить? Лучше я умру, лучше я ножом свою грудь расстаю. Нет отсюда спасения, мне принеси избавление, мне прекрати мученье мое смертоносное острие. Так говоря, Туяна Мако выхватила из рукава короткий острый булат и к сердцу приставила острие. От неожиданности такой Орукутаки заходило сердце в груди ходуном, задрожали все суставы его, оглушительно он завопил, принял свой настоящий вид, за руку резким рывком девушку схватил, кинжал отвел, как в пещеру, ощерил пасть, полную ржавым железным зубом, и скривился в улыбке черным лицом. Ах ты, Орукутаки, хоть прославлен ты и велик, ты по глупости своей пропадешь. Ты почему не убил его, Неркун-Ботука, врага твоего? Он недавно сюда сам приходил, ах, как он поносил тебя и меня. Он облаял меня, словно серый пес, обещал гробыню меня превратить. А уж как над тобою глумился он, а потом еще пригрозил. Буду мучить его до смертного конца, все жилы вытяну из него вора и подлеца. Я сказала, был бы хозяин в дому, научил бы тебя уму. Когда же кончатся смуты и вонь, когда мы будем с тобой жить, как муж с любимой женой, когда заведем изобильный дом, огонь священный зажжен. Всполошился Орукутаки, дрогнули через колени его. Заходило сердце в груди ходуном, растянул он пояс железный свой, распахнул девятислойную кованую железную броню защиту своей святой души. Только черное тело он чуть-чуть оголил, как тут. Откуда не возник перед ним богатырь великой срединной земли?
Буйно лезвием Иргун Буатур живота диаграмму свой обнаженный длинный меч всадил. Преисподних Лукьянов дух расстелил, прославленный Аджарай содрогнулся и простонал. Выломил огромные стены жилья, вытащился на обширный простор вымощенного двора, поливая храмник кровью своей и сжигая в пасти огонь. Трудно было его умирать. Неистовый Иргун Буатур занес свой обнаженный меч. Светозарная туяда Махуо бросила бедняжку к нему. Постой, постой, мой старший брат Тойон, постой, удержи свой второй удар. От такого удара меча оборотень Аджара исцеляется, говорят, поднимается, говорят, полный несокрушимых сил, и тогда настанет беда, не спасемся мы никогда. Так закричала Туяна Махуо, замкнул Иргуна, схватив и невольно отпрянул, он отступил. А прославленный Аджарай воду утатую дух испустил. Неистовый Иргун Буатур через голову пригубнулся, и вмиг единый вернулся в серую высь с рыжей шерсткой на спине. Швырнул еле заметную щербелую перегородки жилья, сколько пропадал под землей, неведомо нам. Наконец явился Иргун Буатур, перед собой неся, сверкающей живой водой. Принял он облик прежний свой. На колени стал пред Идун-Куаланом богатырем, бездыханным братом своим. Голову убитого он живою водою оносил, окропил могучее тело его. Древние капли в рот ему влил. И очнулся Идун-Куалан, на ноги встал. Два брата родных друг друга за руки крепко держа, руки им бранным блистали, а сами громыхая, подошли к томившейся в цепях светозарной Туяны Махуо и отважному брату ее, владеющему серостальным конем, отважному Кунджерине. Сняли с них окровавленные кандалы, и как сухая береста железные цепи рассыпались в богатырских руках. Так несчастных освободили они. И раскололся каменный столб, на котором держался сбор трех хохочущих пропастей, и сорвался натянутый туго орган с чародеек своих хлеб, и рассыпался, и пропал в бездне бездонной и глухой. Тут 44 богатыря, освобожденные, наконец, выбежали из подземной тюрьмы, с 4 кружили сторон избавителя своего. Посреди залитой кровью долины смертей возможно провозгласили они: «Уруй!» Иргуна благодаря. Срединного мира богатыри к свету солнечному поднялись, вынесли из подземных бездн на руках светозарную Туяну Махуо, и хорош показался им наш срединный мир. Halkı
Yine öptükten bir göster, götür gel bekle. Alın öptükten attır göster, alır gel bekle. Bastaka baranlar barka baydanın, gözdaka tahtibet, gidip keskinlene. Uran kayıt duyguna umut olana, olur bu da hüten. Alan Теперь, можно свет немножечко включить, пожалуйста. Может быть, у кого-то есть пожелания. Может быть, нам нужно что-то улучшить, что-то изменить. Может быть, есть у вас какие-то пожелания. Будем рады услышать. Да, в принципе, играли очень даже хорошо, как бы многим понравилось. Желаю вам дальнейших успехов, как бы, как формулировать это, в дальнейшей точке игре, у вас очень хорошая точка игры. Ой, Я второй раз уже вступление Анны, когда она исполнила великий конца, таинственного, когда я жил в университете. Это было В 18-м, да? да. Да, и я тогда очень удивился, что так можно на русском языке воспроизвести наш фонотон. И до сих пор у меня такое впечатление. Анна за эти годы выросла в Москве, когда она выступала в академическом стиле, а сегодня уже импровизация уже полная. Она уже овладела мастерством пения. Вот эти внезапные такие песни, они как-то сближают к ОГМХ, к тем образом, который она воспроизводит. И этот звук хомуса, игру, на котором она уже овладела совершенством, и даже некоторые моменты слушаю впервые, и это очень интересно. И это очень даже подогревает интерес. да, и я и тогда говорю, и сегодня говорю, что ОГМХ надо дальше пропагандировать, особенно для русскоязычного населения, в узких таких кругах, коллективов русскоязычных, они поинтересуются обязательно. Это очень интересно, очень познавательно. Человек входит в другой мир. Не повседневный мир, а мир ОГМХ. Вот не зря наши артисты, вообще наша общественность, как ОГМХ, под космическим образом ОГМХ свой
открыли свой мир. Это очень интересно. И потому, Анна, я желаю выступать, Болгария, мирно выступать, умеренные, трудовых коллективах надо идти, трудовые коллективы. И они воспринимают. Конечно, вот сегодня я не вижу представителей Министерства культуры. Это очень печально. Если мы хотим возродить наш фольклор не только на якутском языке, но и на русском языке, и через это передать нашу культуру, наш внутренний мир всему миру, такое неприсутствие выживания не добавляет. И вот то, что пришли дети, простой интерес, это очень хорошо. Спасибо учителям. Особенно в настоящее время, когда мы отошли от обыденной жизни, от приземленной жизни на народе Саха. Конечно, это плохо. Но точно есть интерес, тот интерес, который сегодня появился, облагородить наших молодых людей, и у них появится интерес. Изучить и народа. Спасибо. Уважаемые, небольшой посыл для представительства. Родом из города Анжеро-Судженска, Кемеровской области, в котором в 1918 году Платон Арьюнский устанавливал советскую власть, благодаря которой я получил высшее образование и после окончания Томского медицинского института педиатрического факультета был направлен на работу в рай педиатром в село Тарта. Вы и все поколение были заботой моего врачебного внимания. Ну вот и прошли. У меня не действовали, и поэтому стал членом комитета. Действительно, с первого впечатления, первых восприятий, только душевного материала, который мне просто нужно будет осмыслить. Но одно точно. Вы на верном пути, и в нашем мире молодые люди, вы запомните те основные акценты, которые были расставлены в этом идеальном произведении. Сила дается не для того, поняли, да? Не для кулаков. А сила дается для того, и кулак копье, и меч, с тем, чтобы делать жизнь счастливой для борьбы со злом. И вот это основное восприятие, молодые люди, вы оставьте своих бьющихся сердечко на всю
будущую вашу жизнь, в том числе уже девушки и юноши, которые вы воспринимали этот мир как несколько иначе, чем наши молодые представители. Здоровья вам, успехов, вы на верном пути, и мне думается, как говорится, время не только покажет, а время определит то, что подготовленная вами вещь, она востребована, она нужна, ее нужно нести народ. Спасибо вам. Я сказал, что хорошая фотография. Поэтому он начал развиваться в этом деле. Значит, у него очень большой талант, очень большой реальность спектакля. Он большой успех. Теперь вот так вот Георгий Иванович Нестер. Вот у нас там. Образ Аюн Сорок вокала Айгуль Куликова. Идея вдохновитель. Именно из этого человека пришла идея сделать Аламко на русском языке. Огромная благодарность нашему литературному музею, нашему храму за то, что сегодня мы с вами встретились на, можно сказать, очень доброй, очень светлой земле, земле Платона Аюнского, земле Аламко. Спасибо вам большое, что вы сегодня пришли. Преподавателям, студентам отдельные. От имени литературного музея имени Платона Алексеевича Аюнского мы благодарим вас за замечательное действие, которое вы нам сейчас представили. Мы прикоснулись и вошли в этот мир древнего Аламко, и вы в одном лице, как Лапсасук настоящий, смогли нам передать удивительный мир, который создан наш якутский народ и его великий сын Платон Алексеевич Аюнский. Просто удивительно, да, вы показали все многообразие твоего таланта нашего народа. И мы благодарим вас и включаем на память наши подарки. Спасибо вам. Георгий Ильянович, режиссер этого замечательного спектакля. Пожелания, наши слова и и, конечно, наш замечательный представитель небесных сил, который создавал особую атмосферу. Это Айгуль Назарова. Анна Ивановна. Анна Ивановна. Анна Ивановна. Аламко немножко признано шедевром мировой культуры. Но есть такой парадокс. Кто не знает якутского языка, кто не читает Аламко, представляете, весь мир знает, что это хорошо, а что хорошо. Ну вот они решили читать на русском языке, и мы читали в библиотеке там у себя в Мирне, в музее, и одна бабушка сказала, что у нее внуки и правнуки якутского языка не знают, она не якутка, она разговаривает вот с Саташей. Эти внуки и правнуки бегают, и они сказали, ну мы сейчас будем учиться. Так что это нас обрадовало, и то, что нам помогли проехать в Черкеях, что мы здесь, что мы в туда выступали.
это все очень хорошо, но забывать корней, от которых мы все с вами произошли, не следует. А следует взять то, что поможет нам жить дальше, ну, а вот подрастающему поколению изучать хотя бы родной язык. Уже не говоря о том, что они наследники вот этой великой культуры, которая, судя по всему, потому что мы этим занимаемся с 2014 года, судя по всему, я не побоюсь этих слов, это и смело скажу, что это старше и Одиссеи, и Илиады, и мало того, это старше Библии. Потому что, смотрите, у Алан-Хо нет открытого финала. В Библии есть, мы знаем, откуда мы, что мы, как мы, там все прочитано. И на этом закончено. А у Алан-Хо, вот как галактика на галактику находит, и разбиваются, и что-то родится третье, непонятное, в котором мы живем и собирается жить наш наследник. Так и у Алан-Хо, между прочим. А это открытие действительно новой культуры и мирового знания. Спасибо. Я хочу обратиться к тем ребятам, которые вот у нас среднее школьное звено, ребята, те, которые будут поступать. Ребята, поступайте в наш Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Кировича Амосова. Выбирайте любое направление, то, которое вам будет близко к сердцу. У нас в Институте языков, культуры народов Северо-Востока Российской Федерации работают удивительные, замечательные преподаватели. Именно услышав определенные вещи на их лекциях, я хоть и училась на заочном, именно проходя вместе под их руководством учебный процесс, я очень много чего узнала. И именно узнала то, что связано с Алан-Хо. Поэтому, ребята, поступайте именно в наши вузы, живите именно на нашей земле, в нашей Якутии, на земле Аюнского. Мы должны быть достойны тех заветов, которые нам оставили наши отцы-основатели. Мы должны сберечь нашу землю, извините, Алан-Хо. Спасибо вам большое. Вопросы есть? Нет? Я вот здесь свое выступление полностью. Вопросы есть. Где можно почитать Алан-Хо? Где можно почитать? Перевод Державина в любой библиотеке, он есть. Есть 2 перевода. В интернете тоже есть, да. Там больших 9 песен. Вот. Есть еще, я бы сказала, даже подстрочный перевод, но это, наверное, нужно в Национальную библиотеку обратиться, если прям есть 2-й перевод. Мы работаем с переводом Державина, так как для тех, кто говорит на русском языке, он более воспринимаем на слух. В интернете есть, но лучше взять все-таки книгу. Перевод Державина, Владимир Державин. И также есть замечательный перевод Альбины Адриановны и Борисовны Цветковой «Куда-то великий». Обязательно тоже почитайте. Все это есть в национальных библиотеках, в любых библиотеках города Якутска. У «Красного шамана» 2 перевода. Один перевод был нашего современника. И есть еще первый перевод 1937 года. Это перевод Петра Черных-Якутского и Алексея Боярова. Вот, этот перевод 1937 года одобрен даже Платоном Алексеевичем. И он у нас тоже здесь в Якутске есть. Поэтому, ребята, обязательно читайте, обязательно знакомьтесь с нематериальным культурным достоянием всего человечества. Спасибо.